Трудовой сезон для 150 юношей и девушек начался с торжественной линейки. Главный атрибут – собственный флаг отряда. С ним они отправятся за пределы Хакасии. И там будут представлять республику в лучшем трудовом свете. Строительного отряда «Грачи». Кстати, именно грачи отправятся на космодром «Восточный». Для студентов попасть на стройку космодрома выпало впервые. И такой шанс упускать нельзя. Побывав в одном отряде, вам захочется побывать еще и еще. Вы увидите страну. Вот наши предшественники, смотрите, Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, он работал в Хакасии, в Бейском районе. А Виталий Иванович Чуркин, представитель ООН, он работал в Алтайском районе, тогда строили коровники. Вот кто эти ребята, где работают сейчас, в высшем эшелоне управления страны. Работать в студотряде, конечно, почетно и весело, но немалую роль играет и зарплата. Заработать не менее 20 тысяч рублей за лето для молодежи все же существенный бонус. Знакомство, так, поработать, заработать денег. Конечно, хочу поздравить нашу Россию. Если ты студент, если ты хочешь поработать весело, провести трудовое лето, и если ты считаешь, что отряд – это вот организация для тебя, то никаких ограничений нет. За пределы малой родины, конечно, отправятся не все. Большинство студентов останутся в Хакасии или в соседнем Минусинском районе. Как отряд «Ирбис» поедут в детский лагерь на должность вожатых. Наша работа в лагере будет заключаться в том, чтобы поднимать детям положительный настрой и следить за их досугом. На прощание перед долгой трудовой поездкой организаторы устроили небольшой ОПНР, мастер-классы по жонглированию, шестовой акробатике и диджей-уроки. На площади, как оказалось, присутствовали не все представители трудовой молодежи республики. С точки зрения летнего отдыха больше всех повезло сельскохозяйственному отряду «Косари». С начала лета они отправились в Крым собирать фрукты и овощи. А на этой неделе не менее везучий отряд «Колибри» поедет в Ялту или Сочи. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.